Присмотрел квартирку себе, что ли? Мертвый город Верхнемезенск, построенный болгарами. Поселок Верхнемезенск в Удырском районе сегодня больше напоминает экспонат Большого музея жертв перестройки. Туристы-экстремалы приезжают сюда за драйвом, а те, кто жил здесь раньше, за воспоминаниями. Свой недолгий век населенный пункт закончил бесславно. Хотя в годы советско-болгарской дружбы здесь проживали 1500 человек, и перспективы казались более чем радужными. В Совете экономической взаимопомощи на основе интеграции социалистических стран было решено разработку еще не освоенных лесных массивов на территории СССР вести совместно. Здесь, на северо-востоке европейской части страны, в бескрайних лесах Коми СССР, советские и болгарские специалисты выбрали место для строительства лесозаготовительных предприятий. В 60-х Болгария бурно развивалась, требовалась древесина для строительства. Помог Советский Союз. В Коми тогда уже и железная дорога была, и богатые лесные массивы Удары изучены. Так в таежной глубинке ударными темпами возвели 280 тысяч квадратных метров жилья. Появились Усогорск, Благоево, Междуреченск и Верхнемезенск. Каждый как кусочек солнечной Болгарии в Коми. Десятки тысяч лучших болгарских специалистов приехали сюда жить и работать целыми семьями. Во всем видна забота о людях, о их здоровье, о маленьких обитателях таежного городка. И в школе у берегов, скованной льдом Мизени, звучат стихи великого поэта. Сейчас, ребята, нам Камбуров Божий дар расскажет стихотворение Лермонтова «Парус». Парус. Белеет парус одинокий в тумане море голубом. Что ищет там в стране далекой, что кинул он в стране родном. Уже в середине 80-х 3 местных леспромхоза-миллионника гремели на весь Союз, строили 4-й. Болгарам жилось комфортно. Продовольствие поступало с родной страны, так что в местные магазины за импортным джемом, компотами, кофе приезжали даже с соседней Кировской области. Зарплаты соответствовали трудной северной жизни. Многие нашли свое семейное счастье и уже после закрытия предприятия уезжать из Коми не захотели. Когда я приехал ребенком, мы приехали в августе месяце. Для меня это была такая радость, что я еду в Россию. Для нас в Болгарии было такое, поехать в Россию, это считалось почетно. И вот когда сказали, что ты едешь там жить и учиться, меня первого в нашем классе в Болгарии приняли в комсомоле, потому что сказали, как так, ты поедешь и не комсомолец. Все изменилось в 91-м, когда по указу Михаила Горбачева государство перешло на рыночные отношения со странами Восточной Европы. Флагман лесной промышленности Советского Союза в считанные дни превратился в убыточное предприятие. Конечно, к рынку надо было переходить, но не такими убийственными совершенно для предприятия методами. Ведь получилось-то что? Те машины, механизмы, оборудование, горюче-смазочные материалы, стройматериалы, которые и многое другое, что поставляла советская сторона, все это исчислялось теперь уже, простите, в долларах американских. А расплачивались болгары по-прежнему лесом, а на него цены оставались такие же, как были раньше, наши внутренние цены. И болгары отдавали 53% леса Советскому Союзу. Если бы они отдавали весь лес, они все равно теперь были бы в убытке. Подобный опыт, говорит историк Максимов, абсолютно уникальный. Такого не было во всем мире. Политический авантюризм, недальновидность, бесхозяйственность – вот главные причины краха. Кроме того, болгарам запрещалось продавать лес на экспорт, что могло бы хоть как-то сгладить кризис. Предприятие можно было спасти. И рабочие, уезжая, даже оставляли свои вещи, убежденные, что вернутся. Конечно, очень жалко было. Мы до последнего все надеялись, что это предприятие не закроют. Не допустят, значит, человек ходил к нашему президенту Болгарии, встречался с ним. Через какие-то знакомые встречался, разговаривал. Но когда приехал человек здесь обратно, он сказал, что вряд ли что-нибудь получится. Сегодня в Коми продолжают жить около 800 болгарских семей. В душе сожаление о прошлом и даже надежда на новый виток отношений, возрождение предприятия. В самой Болгарии бывшие лесозаготовители Коми каждый год собираются на Купринке. Многие бы приехали. К сожалению, жалко, что нету прямых рейсов Сыктывкар-София, как раньше были. Я думаю, если бы они были, здесь туризм. Многие, вот здесь чем еще Коми привлекает?
своей же природой. Многие говорят, вот комары, там болото, но вот это рыбалка, вот эти ягоды, грибы. Многие приехали чисто из-за охоты, из-за рыбалки. Сотрудничество Коми и Болгарии имело реальную отдачу. И не только в лесозаготовке. Например, болгарские мебельщики, изучив наши методики, сократили свои расходы на производство и сорвали по тем временам солидный куш. Республика получала лес и инфраструктуру. Жилые дома, школы, садики, магазины, промышленные предприятия, дороги. Все осталось в Коми. Другое дело, как этим распорядились.